коллеги, друзья, надеюсь, мы обойдемся без микрофона и не заблудимся в этих лабиринтах, которые сегодня построили для нас наши авторы, наши художники. Буквально пару слов о том, что здесь происходит и почему это здесь происходит. На самом деле лучше всего просто ходить, смотреть и погружаться в эту цветовую стихию и образную. Вот. Но все-таки для тех, кому важны ориентиры какие-то, я просто быстро скажу, почему в Серебрянке выставился этот прекрасный, чудесный человек из Каталонии, сын солнечного берега Средиземного моря. Как он здесь оказался вот в нашей остановке Шепичи, напротив универсама Полесья, это ведь странно. Вы знаете, я всегда говорила, артикулировала вот такую мысль, которой придерживаюсь до сих пор. Культура — это дело абсолютно личное. Ее нельзя отделить от работы, и нельзя с 9 до 6 работать художником или искусствоведом, а потом дома заниматься другими делами. Поэтому мы это разделить не можем. И этот проект свидетельство тому. Мы должны чуть-чуть генеалогию его здесь обозначить. Серебрянка, наша галерея, живем тихо, мирно. Здесь вокруг тоже живут, между прочим, иногда культурные люди. А где, кстати, наша Верочка Савина, которая, вот она здесь. Вот этот человек, известный наш кинорежиссер-документалист, просто живет недалеко. Мы дружим. Верочка ездит в Испанию, в Камбрилс, там живет ее сын. Верочка однажды рассказала нам о таком странном человеке, художнике, у которого есть прекрасная галерея, которая в своем городе Камбрилсе, небольшом, на Барселонщине, просто зажигает все пространство вот своим этим креативом бешеным. На набережной стоит его прекрасная скульптура, в общем, что-то необычное. Вместе с ней следом поехала Аня Балыш. Аня Балыш, известный художник белорусский, как вы знаете. Кто ее лично немножко знает, помнит ее особенность. Она очень быстро сканирует пространство. Что здесь интересного самого? Она быстро обвела взором этот маленький город Камбрилс и сказала: вот он. Вот этот человек, который здесь интересен. Ну и все, дальше возникла дружба. Небольшой яркий рассказ о городе Минске, о котором он никогда раньше не слышал. Ну и рассказ был так ярок, что человек приехал сюда. Первый раз в Восточную Европу. Первый раз, да. Это было открытие в прошлом году. Благодаря Ане и ее друзьям, а это все мы, у человека сложилось такое впечатление, что это самый интересный город на свете, полный художников, поэтов, музыкантов, не знаю, тех, кто очень необычно смотрит на мир. Вот такое впечатление сложилось у него. А вы понимаете, что для художника больше ничего не надо. Он сказал: я должен выразить все свои впечатления в серьезном проекте. И вот в этом году это осуществилось. Человек приехал сюда, мы все в пресс-релизе прочитали. В день Бурана Хавьер он сюда приехал, прилетел, сумел приземлиться. И в этих снегах работал, встречался с кем-то, бродил один, я немножко пишу. Вот. А за ним наблюдал член нашей команды Данила Парнюк. Он, собственно говоря, и жил у Данилы, наш Давид. Вот. А знаете, наблюдающий за наблюдающим — это такая очень интересная позиция. Сегодня, как бы, мы сначала вообще с глазами и руками, но нам огромную помощь оказал наш друг Рамуаль Навроцкий. Да, попробуем его, потому что нам сейчас будет еще переводить самого художника. Это очень важный человек для нас сегодня. То, что я сказала быстро, извини, но я не могу медленнее, потому что ты потом в 2 словах переведешь. Собственно говоря, вот. И то, что он сделал, то, как он это делал, для нас было страшно интересно, потому что очень редко мы видим себя со стороны, на самом деле, я имею в виду в художественном отношении. Очень редкая птица долетит до середины Днепра, я имею в виду художник какой-то очень сильно зарубежный, долетит до Минска, да еще начинает о нем что-то думать и рефлексировать. Вот. И поэтому мы вот это вам сегодня показываем в форме вот такой инсталляции живописной. Дэвид в своей галерее всегда подходит к экспозиционному пространству очень творчески. Мы видели это там у него в Камбрилсе, и он перенес немножко сюда вот эту свою манеру, свой принцип видения пространства, вот так, как вы его сейчас видите. Для нас это непривычно, для многих, там необычно. Постарайтесь быть к этому бережными, скажем так, потому что уже в анонсах, вернее, после наших анонсов мы в интернете наблюдаем такую, неоднозначную иногда реакцию.
На некоторых пресс-релизах я распечатала специально фрагмент такой показательной дискуссии, где люди как бы говорят, да что это вы нам такое показываете вообще? Мы же привыкли к такой нормальной живописи, а это что такое? Вот для того, чтобы мы не повторяли одно и то же 150 раз, если у кого-то возникают вопросы, можно взять и просто эту дискуссию почитать. Ну и продолжить ее в интернете, может быть. Ну, собственно говоря, вот это из предварительного, наверное, все. Вот. Но надо сказать, дать пару слов сказать еще, например, особенно Алексею Андрееву. Вот видите, здесь лежит журнальчик «Монолог». Это для тех, кто не в курсе, очень классный проект, который длится уже 17 лет в нашем городе. Алексей его руководитель, идейный вдохновитель и бессменный редактор. Там есть материал, в частности, о Давиде. Вот. И это тоже попытка общаться вот таким вот образом. Мы общаемся через вот нашу площадку галерейную, с помощью Алексея мы общаемся через тексты и фотографии. Встреча с Дэвидом удивительна тем, что в общем, у нас нет общих языков. Вместе с тем, это чуть первый опыт моей жизни, который убедил меня в том, что можно общаться с человеком без слов, если человек настолько наполнен, ярок и талантлив, как Дэвид. И если он наполнен не только собственным талантом, но и желанием делиться с собой, своим творчеством и узнавать что-то новое. Мы очень рады, что мы не только познакомились с ним, но и смогли привести его к вам. Я хочу сказать спасибо Дэвиду, что был, есть и будет с нами. И сказать спасибо Даниле за то, что у него хватило мужества, времени все эти месяцы не только принимать Дэвида у себя дома, но и следовать за ним с фотоаппаратом, благодаря чему мы сегодня имеем возможность, помимо живописи Дэвида, увидеть еще и как это все дело, попасть на эту волшебную кухню мастера. Спасибо, любимый. Ну, Леша, конечно, скромничал, когда сказал, что времени мне хватило. Мне на самом деле его не хватило, я его одолжил. Я надеюсь, что мне это в конце жизни вернется, этот отрезок жизни, потому что Дэвид в настоящем смысле слова человек, растворенный в искусстве. 24 часа в сутки, 6 часов на сон и все остальное время – это работа, поиск образов, сращивание, пропитывание себя всем тем, что происходит с ним, то, что попадает в поле его зрения, освоение всего этого материала и выплескивание на холсты. Этот материал создан человеком, который первый раз оказался в Беларуси, как чистый лист. Он воспринял всю эту нашу реальность. Его удивляли такие вещи, которые нас могут будто уже и не затрагивать. Например, такие удивительные моменты, когда вдруг он увидит в улыбке женщины проблески золота, и появляется картина трехметровая, которая передает грандиозное впечатление, или когда молодые девушки дарят цветы пожилым мужчинам, и это оказывается 9 мая, ну и таких вот странностей, да, как маленький человек, как маленький ребенок слушает разговоры взрослых, ничего в них не понимает, но растворяя их, может как-то их пересказать. И это все на самом деле очень наше, очень родное, и этот взгляд, он очень естественный, натуральный и очень чистый, потому что Дэвид, когда работает, он все время, он очень религиозен и все время сверяется со своими ангелами и не делает, если ему ангелы не дают возможности сделать следующий шаг. Не, ну у него нормально все, в смысле, вот так вот как бы. Это метафорически, вы понимаете. Знаете, эти ангелы, они на самом деле есть у каждого из нас. Это здравый смысл, любовь, сочувствие. Это то, с чем мы живем, с тем, с чем мы рождаемся и с чем бы нам нужно было бы, наверное, умереть. Вот Дэвид это все время в себе хранит, несет, поэтому его живопись очень чистая, очень честная, искренняя, и она пропитана его этим состоянием. О Дэвиде говорить можно много, потому что действительно эти 3 месяца очень интенсивные, погруженные в жизни. Но могу сказать, что самое главное это то, что Дэвид привносит с собой целый мир и добавляет в этот мир что-то от себя. Он за короткое время может изменить любое пространство своим появлением. Мастерская, в которой мы появились, была странным местом. Через 3 дня это стал храм. Здесь тоже никогда этого пространства. Вот в этом году, вот в этом пространстве, это уже 3-й проект, в котором я участвую. Это 2 выставки, вот это вот 3-я выставка. И каждый раз это более-менее узнаваемое пространство. Сейчас это совершенно другое место.
И Дэвид это приносит и оставляет здесь. Он показывает нам, что это наше и что мы с этим совсем живем. Вот. И на самом деле это позиция человека отдающего, а не потребляющего. Он приносит сюда, он привозит сюда, он отдает нам, возвращает то, что мы не успеваем взять, находясь на бегу. И как человек мира, Дэвид говорит, что ценность искусства, она везде равная. Неважно, где оно родилось, в Минске, в Берлине, в Париже или в Нью-Йорке, оно равноценно. И раз оно равноценно, имеет равную значимость, то оно может жить в любом месте мира, в любой точке мира, в любом доме, в любом заведении, в любых руках. Поэтому я прошу обратить внимание, если эта работа останется в Минске, мне кажется, это будет частью истории города. Внимание коллекционеров, людей, ценящих искусство, сочувствующих искусству. Это уникальный материал. И я хочу сказать, что это большой праздник для всех, для нас, разделить вот эту вот радость открытия нашего города, пережить это вместе с Дэвидом. Я делал для Дэвида серию фотографий, у нас была такая игра, все началось как игра, все развивалось как игра. И мы договорились, что он смотрит на Минск и выражает его средствами живописи, а я смотрю на него и выражаю его, что я думаю о нем, о его работе, о том, что с ним происходит через фотографию. Может быть, мои фотографии передадут какую-то странность его работы, может быть, дадут ключ к пониманию его живописи, а может быть, создадут новую загадку. Это все ваше. ¿Quién me diría que hace 2 años estaría aquí en Minsk hoy, día 29 de mayo de 2013? Кто бы мог подумать, что пару лет назад мне кто-то скажет, что сегодня, 29 мая, я окажусь в Минске. En cada ciudad y en cada país que estoy me dejo el alma en cada trabajo. В каждом городе, в каждой стране я оставляю частичку своей души в этих работах. Cada obra de estas tiene una historia, pero sería demasiado larga contarla. В каждой из этих картин есть своя история, но это была бы слишком длинная история, чтобы я вам сейчас рассказывать. Dedico esta exposición a mi abuela, que cuando estos días iba a dejar de pintar me ilusionó para venir a Minsk y volver a mis orígenes con mis amigos. Я посвящаю эту выставку моей бабушке, которая несколько дней назад явилась мне во снах и благословила меня, и также благословила меня на хорошее возвращение домой к своим друзьям. Estar en este libro, en este monólogo, para mí es un placer. Es como estar para la eternidad en palabras bielorrusas, ¿no? Находиться в этой книге, мои работы, которые находятся в этой книге, это очень большая честь для меня. И это также честь остаться в белорусском журнале на долгие-долгие года и даже на вечность. Gracias a Zoya y a Vera por compartir conmigo y ponerme en un film y dejarme colaborar con ellas, porque eso también pasará a la posteridad. Guste o no guste mi trabajo, lo hago con el alma y estas personas me han abierto su puerta. Спасибо Зое и Вере за то, что они позволили мне сняться в фильме. Это также для меня было большой честью. Они открыли для меня новую дверь, и это очень важно для меня. Ana Balas por dejarme dormir en 2012 en su estudio, eso fue un sueño para mí, lo mejor que he vivido. Спасибо Ане Балаш за то, что она позволила мне ночевать, проводить ночи в ее студии. Это было очень интересно, и это было одно из лучших переживаний. A este señor de aquí por el silencio que ha mantenido dentro de mi estudio y esa sinceridad con su fotografía y mi alma. Спасибо этому господину за то, что он охранял тишину моей студии и за все, что он для меня сделал, останется со мной навечно. A Svieta, a Varia y a Safika por dejarme vivir estos días en su casa y vivirlo tan intensamente y tan familiarmente. Спасибо Свете, Варе и Софийке за то, что они позволили мне жить в их доме и проживать эту жизнь очень неактивно, интенсивно и очень весело.
Tatiana y Cristina por dejarme este espacio. Татьяне и Кристине за то, что они позволили здесь мне выставляться и за это помещение и пространство. A los grandes traductores, sean donde estén, que están por aquí, como Да, tú, всем gracias. великим переводчикам, A los músicos, музыкантам большое спасибо. que sobre todo gracias Natasha y a Valodia también por ayudarme en el trabajo y simplemente deciros que yo me fui de un país donde en ese momento mantenía una guerra conmigo mismo y aquí me habéis curado las lágrimas. Спасибо, Esta es la historia. спасибо музыкантам, спасибо Наталье, Владимиру. Спасибо за то, что вытянули меня из страны, из Испании, где у меня было тяжелое время, тяжелые переживания. Но в Минске это все ушло, и мне стало легче. Спасибо вам. Gracias. Забавная история, это весь этот самый проект. Он родился как шутка на Ждановической барахолке. По весне прошлого года мы решили выбросить на барахолку все ненужные вещи. Собралось 10 энтузиастов, мы поехали на Ждановический рынок, выложили старые треноги, радиолы, каталоги, кляйсеры с марками, монетами, в общем, у кого что было. Газовые пистолеты, вибраторы, все, что было не нужно в текущей современной жизни. И Дэвид первый день тогда приехал в Минск, и мы поехали на рынок. Там еще был мой друг, с которым познакомились в самолете, когда летели из Арабских Эмиратов, австралиец, который говорил по-английски, Дэвид, который не говорил по-английски, говорил по-испански, по-французски, и парень из Говеля. И мы все провели там прекрасный день. Причем Дэвиду выпала роль разложить товар. И он за 5 минут разложил там 200 наименований товаров так, что это превратилось в инсталляцию, превратилось в такой объект, мимо которого люди не проходили, они задерживались, потому что это было похоже на его живопись. Абстрактные пятна и форма. Про него говорят критики абстрактный формализм. И вот это вот все проявилось прямо на витрине импровизированной, нашей импровизированной витрине на барахолке на Блошином рынке. И как-то вот с этого момента мы начали общаться репликами, жестами и искусством. Потом Испания, совместная выставка, новый опыт. Дэвид сказал нам: нет, я сделаю вам подарок, ваша работа у меня, я все сделаю сам, вы придете только на открытие и будете там гостями. И он ночью делал экспозицию, днем все время проводил с нами. Мы не понимали, как ему удается, но когда мы пришли на выставку, мы были в каком-то смысле вывернуты из себя, потому что мы не видели себя так, как он увидел нас. И это вот открытие нас, им, потом приглашение его к нам сюда, и вот опять мы перевернуты, потому что он увидел нас и нам вернул нас такими, какими мы себя не видим. И все это очень глубоко, легко и театрально. Игра. В основе каждого действия лежит легкость игра, но за ней стоит очень глубокая и суровая работа. Bueno, me llamo David Callao, soy de un pequeño pueblecito de la costa catalana
Меня зовут Давид Каяу, я из маленького городка в Каталонии. Llegué a estas tierras en marzo con mucho frío y recibí las influencias del caminar diario por las calles de Minsk. Я приехал в марте, когда здесь было очень холодно, и достаточно холодно, и это произвело на меня очень сильное впечатление. La primera inspiración para mi trabajo siempre son los rostros de las personas. Первым впечатлением для меня и вдохновением для моих работ были лица людей, белорусских людей. Pero como hacía tanto frío, la gente iba como muy curvada mirando hacia abajo, porque van tapados por el frío, evidentemente. Да, было очень холодно, и люди ходили сгорбившись, все в 10 одежках из-за холода. Y este trabajo Fábulas ha empezado tiñendo los linos que se cultivan en Bielorrusia. Да, и мои работы, которые общее название «Фабулы», начались с белорусского льна. То есть, Teñidos, almidonados, o sea, endurecidos con cola, y he caminado por encima, descalzo y con zapatos, para manchar los lienzos. они были очень жесткие, и для того, чтобы начать работу, и мне пришлось босиком ходить по нему, чтобы его растянуть и сделать пригодными для письма. Como las manchas que quedan de los zapatos de las personas que caminan por la nieve, como un lienzo enorme en blanco. Да, и чтобы оставить следы наподобие тех, которые оставляют ноги людей, которые идут по снегу. Todo empezó gris, blanco y negro, Все началось с белых, черных и серых цветов, pero el cambio de estación desde marzo, abril y mayo но с tечением времени и смены пор года, с марта по май, ha ido produciendo y ha ido dosificando el color a medida que ha ido avanzando la primavera. я продвигался и включал в свои работы те цвета, которые уже имеют место во время весны. En mi trabajo, como he dicho, es muy importante el ser humano, y aquí, con mi silencio absoluto de días y días del caminar por las calles, В моих работах я уже говорил, что очень важно являются именно сами люди, и то, как они ходили по улицам, я наблюдал за этим. he ido observando la diversidad de gente que hay en esta ciudad. Я наблюдал за неимоверным количеством различных людей, которые живут в этом городе. Pero la influencia máxima han sido las mujeres de avanzada edad. Но самое большое впечатление на меня произвели люди, именно женщины преклонного возраста, Que tanto con nieve como con calor salen a la calle, hacen sus compras, dan de comer a los pájaros. Para mí han sido personas entrañables en este viaje a Minsk. Для меня они были особенными людьми в этом путешествии в моем, потому что я наблюдал, как они, несмотря на холод, выходили, укутавшись в жаркие шубы и одежды, чтобы пойти за покупками и сделать какие-то дела свои. Y resumiendo brevemente, he colgado los lienzos así, suspendidos desde el techo. И я хочу сказать о том, что вкратце, почему я повесил холсты именно на потолок. Porque me recuerda mucho a mi abuela cuando cuelga la ropa en los tendederos de la calle. Потому что мне напоминает это, как моя бабушка вешает сушиться одежду после стирки прямо на улице на нитях. Y cuando tú eras pequeño y tenías que circular a través Да, de... когда ты был маленький, тебе приходилось бегать среди этой одежды или простыней или чего-то еще. Quería que cada persona que estuviese hoy aquí se sintiese como un pequeño ser dentro de un nuevo mundo. И я хотел, чтобы каждый, кто пришел на эту выставку, ходил среди этих простыней, как человек в детстве в своем маленьком мире бегает среди простыней, повешенных своей бабушкой. No es una exposición dulce, es una exposición segura y es una exposición que me dice que quiero continuar avanzando en el camino artístico. Я не могу сказать, что это сладкая какая-то экспозиция, но она сделана с уверенностью, и она означает то, что я буду дальше продолжать работать в своей жизни именно в искусстве. Y doy gracias a todas las personas de Minsk por recibir tanta información en tan poco tiempo, en 3 meses. И я благодарен всем минским людям за то, что они
дали мне столько информации за эти 3 месяца, сколько я не мог бы получить в другом месте. Mi trabajo verdadero empieza ahora, con más inspiración. Моя серьезная работа начинается именно с этого момента, потому что я получил очень сильное вдохновение в Минске. Esta fábula empieza aquí, en Minsk, pero viajará en mi proyecto nuevo a París y a Nueva York. Эта фабула начинается здесь, в Минске, но она будет путешествовать со мной в Париж и в Нью-Йорк.